Здесь закройте, пожалуйста. Презентацию вашу, да? Сначала. Все идет? Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами продолжаем нашу работу, начатую еще летом этого года, когда я представляла, скажем так, предварительную концепцию реализации учебного курса этнокультурной направленности литературы Республики Коми. И в прошлый раз мы вместе с ректором Галиной Владимировной Китай-Галуцкой вам пообещали, что будут новости относительно учебно-методического обеспечения курса. И вот, в общем-то, у меня есть хорошие новости. Ну, во-первых, издательство «Анбур», о котором мы говорили в прошлый раз, готово приступить к напечатанию учебников хрестоматии к этому курсу. Вот на данный момент макет сделан, договор подписан. И, в общем-то, они просят, наверное, только 1 неделю для того, чтобы приступить уже к реализации издательства этих учебников. Но сейчас, вот на данный момент, уважаемые педагоги, я предлагаю вам выйти, предположим, на главную страницу сайта Коми Республиканский институт развития образования. Вот верхнее вертикальное меню «Сопровождение системы образования». Вот вкладочка «Этнокультурное образование». Далее переходим на меню слева «Электронные образовательные ресурсы». Так, простите. Дальше «Учебно-методические комплексы». И вот перед вами все учебные курсы, которые мы рекомендовали. Вебинары по каждому из этих курсов были уже, значит, даже в течение лета, по-моему, да, представлялись. И вот тот курс, о котором мы сейчас с вами говорим, вот здесь он есть. Край, в котором я живу, литературное чтение произведений писателей Республики Коми, литература Республики Коми, история и культура Республики Коми. Так, вот здесь вы найдете ту самую программу, о которой я говорю. Ее можно скачать в формате PDF. Дальше есть программы, на основе которых создана эта примерно рабочая уже программа учебного курса. И вот эта хрестоматия для 5 класса, для 10-11 класса, значит, вы видите, что они представлены. Так, каким образом можно еще найти эту программу? Точно так же выходим на главную страницу сайта, на портал «Открытое образование Республики Коми». И вот здесь на меню справа мы видим УМК по предметам этнокультурной направленности. Как видите, здесь тоже представлены все учебно-методические комплекты. Вот тот, о котором я говорю сейчас. Таким образом, вы можете найти, значит, по различным адресам. Что еще могу сказать? Что кроме самой программы, повторяю, что это примерная программа рабочая, она носит рабочий характер, она будет в ближайшее время, до того, как Анбур выпустит наши хрестоматии, будет в PDF-формате представлено, значит, все содержание литературы Республики Коми с 5 по 9 класс. Поэтому, если даже вы не сможете сразу купить все эти учебники, то PDF-формат, он тоже может послужить, его можно распечатать, можно будет представлять через, значит, экран детям. Ну, то есть можно найти ему применение, тем более, что сейчас это не представляет затруднения. Ну, а теперь давайте мы с вами вернемся к нашему семинару. Так, и давайте посмотрим на примерную программу, как она выглядит, ну, в моем, так сказать, виде. Так, кстати, наверное, можно было даже показать сразу же и то, как она выглядит там. Секундочку. Так. Вот видите, она красивая. Сделана, значит, написано составители, рецензенты, они вам, я думаю, известны. Это Наталья Сергеевна, мой сопредседатель по РМО, простите, Наталья Станиславовна Сергеева. Дальше Остапова, Лимерова,
вот содержание. Ну и давайте пройдемся вот по тому, как она вот выглядит, да. Хотя сейчас подробно расскажу, но вот вы видите, она уже вполне готова для того, чтобы ее скачать, распечатать и использовать в своей работе. Итак, значит, вы знаете, что у нас есть концептуальные и нормативные основы создания подобных программ, подобных учебных курсов. Вот я ссылаюсь на концепцию преподавания русского языка и литературы, а это вещь очень важная. Собственно, мы отчитываемся по реализации этой концепции. И вот в главе 4, в параграфе 2, который называется «Содержание учебного предмета литература», там написано о том, что содержание не в полной мере отражает этнокультурные особенности и традиции народов Российской Федерации. Более того, образовательные программы не предполагают изучение произведений, созданных на языках народов Российской Федерации и переведенных на русский язык. Поэтому вот тот курс, о котором мы с вами говорим, он как раз отвечает этому запросу. Он отражает этнокультурные особенности, он создан на языках народов Российской Федерации, а именно коми народа, и он весь переведен на русский язык. Далее. В федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, а также начального общего образования сказано о том, что курсы этнокультурные должны быть предусмотрены для того, чтобы обеспечить интересы обучающихся. Дальше, следующий нормативный документ – это концепция развития этнокультурного образования. Я думаю, вам уже известна. Ее тоже можно найти в сети и на сайте АКРИРО, и ПК тоже, на 2016-2020 год. Там сказано, что особое место этнокультурного образования в общеобразовательной системе Российской Федерации определяется ее полиэтническим составом, поликультурностью российского общества. Ну и о том, что нужна многоуровневая система этнокультурного образования, способствующая как сохранению и развитию, так и консолидации народов республики на основе диалога культур. И у нас вот эти разработанные учебные курсы коми язык как миродной, история, культура коми края, литература республики коми. Вот те, которые я вам уже показала на сайте КРИРО, они уже все есть. Как видите, мы стараемся выполнить запросы нормативные, концептуальные. Итак, что учитываем? Рабочие программы учебного курса, повторяю, курса не предмета, они относятся к той части, которая называется часть, формируемая участниками образовательных отношений. В стандартах сказано, что рабочие программы как учебных курсов, как учебных предметов, так и учебных курсов должны содержать: первое – это планируемые результаты, следующее – содержание учебного предмета и тематическое планирование. Дальше. Система оценки достижения планируемых результатов, коротко у меня написанная как СОДПР, она должна включать описание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной, мы сейчас говорим об урочной деятельности. Дальше. Об итоговой оценке по предметам, невыносимым на государственную итоговую аттестацию. И поэтому в самой главе основной образовательной программы основного общего образования, начального общего образования должна быть вот это описание промежуточной аттестации, где будет сказано о том, как, собственно, будет происходить промежуточная аттестация по данному учебному курсу и по остальным учебным курсам, части, формируемой участниками образовательных отношений. Еще где должно быть отражено положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. То есть, как минимум, в самой основной образовательной программе и еще в положении, очень важном положении, локальном акте, который должен абсолютно соответствовать сказанному в основной образовательной программе школы. Они должны друг другу соответствовать и поддерживать друг друга. Структура примерной рабочей программы, о которой у нас идет речь, она немножко больше, чем это предусмотрено федеральным стандартом. Во-первых, мы, конечно, должны были дать пояснительную записку. В вашем локальном акте, ваших образовательных организаций, в положениях о разработке рабочих программ, предметов и учебных курсов, возможно, дана другая структура. Поэтому вы можете эту пояснительную записку не брать, если не предусмотрено, можете ее оставить.
Далее, обязательный пункт – это планируемый результат освоения курса. Далее, содержание учебного курса и примерное тематическое планирование на каждый год обучения. Разумеется, уже в вашей рабочей программе слово «примерно» вы уберете. У вас будет именно тематическое планирование на каждый год обучения. Далее, дополнительная глава «Контроль образовательных результатов». Дело в том, что даже если у вас в положении написано, желательно, чтобы в вашей рабочей программе вот эта глава была прописана для того, чтобы было и обучающимся, и их родителям было ясно, что будет контролироваться, как будет контролироваться, когда будет контролироваться и на основе чего. Ну и, конечно, еще одна глава – это учебно-методическое обеспечение курса и интернет-ресурсы. Вот такая структура, она оптимальна, но повторяю, что в соответствии с своим локальным актом вы можете ее укоротить. Итак, цели и задачи курса, они были озвучены мной в прошлый раз. Я думаю, что ссылка на YouTube по-прежнему активна, о том, где мы уже говорили вот об этой программе. То есть обогащение культурной картины мира через постижение особенностей коми-культуры. Задачи курса мы все-таки связываем и с читательской деятельностью, и с эстетической функцией литературы. Эти задачи связаны. Смотрите, мы задач, понятно, что поскольку мы предполагаем, что наш курс, ну, скажем так, минимально рассчитан, или, может быть, даже максимально все-таки рассчитан на час в неделю в течение 5 лет, это 5-летняя программа. Поэтому задач мы взяли немного, но я хочу обратить внимание на последние две задачи на совершенствование видов речевой деятельности. Я уже в прошлый раз говорила о том, что, наверное, из столь краткого курса можно исключить такой вид речевой деятельности, как письмо. Дети достаточно пишут на предметах других. А вот как раз-таки чтение, слушание, говорение у нас это слабые развитые речевые виды речевой деятельности. Вот на них желательно сделать акцент на таких курсах. Ну и вот вторая вещь – это формирование и развитие навыка информационной переработки текстов. Весьма очень удобное, к месту решение задач. Вот курс позволяет это сделать. Место учебного курса мы написали на 5 лет. Но вы понимаете, что вы имеете право, школа, образовательная организация, имеет право сделать эту программу не 5-летней. Для того, чтобы выставить отметку по учебному курсу из части, формируемой участниками образовательных отношений, у вас должно быть как минимум 64, 72, скажем, вот в таком диапазоне часов, в зависимости от того, какой у вас учебный план и сколько на данных параллелях у вас учебных недель. Таким образом, это должна быть или одногодичная, тогда 2-часовая программа, или 2-годичная, но 1-часовая программа, то есть раз в неделю. Нам разрешено, вернее, стандартами разрешено образовательной программе, организации самостоятельно определять объем учебного времени. Таким образом, ту программу, которую мы представляем час в неделю в течение 5 лет, это не норматив, это просто предложение. Вы можете сделать так, как вам интересно и, соответственно, как запросят ваши обучающиеся. Содержание курса у нас известно, оно осталось еще с 2007 года, из той программы старой, Кобловой, Болотовой. Но, опять же, это не норма. То есть вы можете брать не все года обучения и ограничиться, скажем, повторяю, 2, скажем, 1 и 2 годом. Можете взять 4 и 5. Можете отдельно взять какой-то 1 год. То есть здесь, в общем-то, и есть тот элемент творчества, который дается разработчику непосредственной рабочей программы учебного курса данной школы. Планируемые результаты учебного курса, они формируются на основе планируемых результатов основной образовательной программы вашей школы. Поэтому те, которые мы дали, личностные и метапредметные результаты, они могут быть доработаны с тем учетом, то есть кроме ведь тех результатов, которые написаны в стандартах, у вас ведь могут быть еще дополнительные планируемые результаты, я имею в виду метапредметные, скажем, да,
То есть те, которые вы хотите решить за счет этого курса. Предметные результаты. Предметные результаты, как я уже говорила в прошлый раз, мы берем из примерно основной образовательной программы основного общего образования. Мы решили все-таки взять эти уровни читательской культуры, которые там даны, исходя из следующей логики. Первый уровень читательской культуры – это базовый уровень для каждого учащегося. В принципе, дети какие-то, большинство, возможно, даже, они таки останутся на этом первом уровне читательской культуры. Для них зоной ближайшего развития будет второй уровень читательской культуры. Часть детей будет обучаться на втором уровне читательской культуры, будет владеть теми умениями и навыками, которые входят в этот второй уровень. И для них тоже будет зона ближайшего развития – это третий уровень. И может быть несколько человек. Они все-таки у вас будут работать, осваивать учебный курс, его содержание на третьем уровне читательской культуры. Таким образом, это очень удобные предметные результаты. Они здесь представлены на одном файле. Понятное дело, что выпускник научится первый уровень читательской культуры. Он. Выпускник научится второй уровень, и третий уровень. Безусловно, идет усложнение. Содержание учебного курса. Те, кто много лет работали по курсу литературы Республики Коми по старой программе 2007 года, они не будут удивлены этим содержанием, потому что оно то же самое. Другое дело, что наш курс, он позволяет, скажем так, укорачивать изучение каких-либо тем. То есть мы не рекомендуем изучать все темы, а на выбор даем тему. В рамках данной темы даем на выбор произведения. То есть не все произведения и не все темы обязательны для изучения. Это все будет зависеть от, опять же, наверное, интересов и учащихся, и самого учителя. В разделе программы мы даем литературные термины, которые можно в рамках этой темы изучить. Вы видите. Теория литературы. Дальше. Лексические единицы. Это прежде всего понятия художественные, публицистические понятия, тоже которые можно изучить в рамках данной темы, потому что дидактические единицы, они как раз построены на этой лексике. И примерные темы проектов. В основном, конечно, это информационные проекты, хотя могут быть и исследовательские. Потому что если, предположим, этот курс впервые преподается в школе с русскоязычными обучающимися, то для них, скорее всего, это все будет субъективно новая информация, и поэтому для них проектная деятельность, скорее всего, будет именно такая информационная, то есть открытие для себя нового содержания. Контроль образовательных результатов. Чаще всего именно эта тема, контроль образовательных результатов, вызывает больше всего вопросов. Если, предположим, у вас даже не час, а 0,5 часов в учебном плане вам дали на реализацию этого курса, естественно, вызывает вопрос, а как, собственно, выставлять затем отметку итоговую? Как проводить промежуточную аттестацию? Мы исходим из того, что это час в неделю, значит 34-35 часов за год. И, конечно, тогда в том самом положении вы пишете, что учебным периодом будет являться не четверть, а полугодие. Дальше. Вам все равно придется проводить промежуточную аттестацию, но она не обязательно должна быть проведена в один день по приказу, как будет у вас в школе написано. Она может быть растянутой во времени в течение всего учебного года. Если ваши дети, к примеру, вы решите, что мы вообще-то рекомендуем промежуточную аттестацию проводить как раз в форме защиты этих проектов. Проект выслушать в течение уроков всех детей проекта невозможно. Поэтому, если в течение года дети будут знать свои проекты, у кого-то это будет недельный проект, у кого-то двухнедельный, у кого-то дольше, у кого-то будет групповой, возможно, проект, у кого-то будет даже межпредметный проект. То есть проекты могут быть разные и разной длительности, продолжительности, но вы их принимаете в течение года,
У вас есть критерии оценки этого проекта. Я думаю, что вот эта критериальная база оценки проектов, она, скорее всего, у вас едина для проектов по всем предметам, ну, по межпредметным, конечно, проектам, по надпредметным проектам. То есть это положение у вас, конечно, есть. Но отметку вы поставите в тот день, который у вас указан по приказу школы, когда проводится промежуточная аттестация. Поэтому какие-то проекты вы примете уже в сентябре, в октябре, в ноябре, но детям скажете, что отметка будет стоять во втором полугодии, там, где промежуточная аттестация будет указана. Значит, в положении промежуточной аттестации вот эти моменты надо обязательно прописать, потому что иначе первая же проверка управления надзора и контроля, проверка ваших рабочих программ, ваших локальных актов увидит, что непонятно на каком основании велся контроль образовательных результатов. Тема проектных работ, конечно, те, что мы предложили, это абсолютно, так сказать, не нормативное требование. Вы можете разные, дети могут сами предположить, какие проектные работы могли быть. Более того, у вас, кроме промежуточной аттестации, образовательные результаты должны контролироваться в течение года, если это час в неделю. Что можно было бы в течение года проводить, какие тематические зачеты, контрольные работы. Здесь тоже, опять же, вот это все должно быть прописано в этом положении. Вы можете написать, что, предположим, на 34-35 часов учебного времени в течение года вы запланировали примерно, скажем, 3 тематических зачета. То есть каждые 10 часов один тематический зачет. Что остальные уроки проводятся на безотметочной основе. То есть вы, поскольку у вас планируется устная работа на уроках, то вы ребенка, безусловно, не лишаете оценки. Вы оцениваете его устные ответы. Возможно, он выполняет какие-то еще виды работ, и вы оцениваете эти работы, но вы эту оценку не переводите в баллы. Таким образом, в электронном журнале за полугодие, за 17 часов у вас, скажем, будет 2 тематических зачета. На основе вот этих 2 колонок с отметками вы выставляете отметку за полугодие. Конечно, вы скажете, наверное, 2 мало. Ну что ж, сделайте 3 тогда тематических зачета. Самое главное, вам нужно определить, а что, собственно, вы собираетесь контролировать на этих тематических зачетах. И вот здесь мы возвращаемся к тем метапредметным умениям, которые были записаны в планируемых результатах на одном из слайдов. Дело в том, что проверять содержание, знание авторов, знание произведений, знание фактологии какой-то там, имен героев, сюжетной линии, наверное, это будет лишним. Я все-таки и в прошлый раз говорила, и сейчас, собственно, предлагаю вывести на контроль как раз-таки виды речевой деятельности, которые являются слабой стороной в подготовке наших обучающихся. А именно, это выразительное чтение. Именно чтение художественных текстов определенного, скажем, объема. Да? То есть вы говорите, что вот дети, вам на выбор подготовить, предположим, чтение пейзажа. Всегда трудно читается детьми описательные, значит, фрагменты. Чтение, предположим, диалога, монолога. Ну и в каждый год можно объем чтения увеличивать. Разумеется, чтение одноразовое может быть неудачным. Можно предлагать еще раз читать уже из других текстов, других авторов фрагменты текста. И отметку он свою может улучшить. То есть, вот, скажем, 3 тематических зачета за полугодие, 1 отметка за выразительное чтение, но, возможно, он у вас 5 раз читал на уроках, и, наконец, 1 из отметок его удовлетворила, и вас тоже. Вот и она и останется в журнале. В конечном итоге электронный журнал дает возможность нам исправлять отметки. Что второе? Говорение. Учителя, которые работают в 9-8 классах, хорошо знают,
с какими проблемами столкнулись и обучающиеся, и экзаменаторы при проведении устного итогового собеседования в 9 классе. Дети очень сложно пересказывают тексты и очень сложно отвечают на вопросы и работают с дополнительной информацией, с включением дополнительной информации в предыдущий текст. Поэтому вот эти виды работ на этом учебном курсе очень удобно тоже как раз отрабатывать. То есть, пожалуйста, пересказ. Казалось бы, простая вещь, подробный пересказ или сжатый. Одинаково трудное задание. Но на самом деле сложность здесь в том, чтобы сохранить, предположим, авторские слова, яркие какие-то изобразительные выразительные средства, употребляемые автором. Значит, и вот как раз-таки передачи близко к тексту, с хорошим знанием лексического значения этих слов, которые употребляет автор. Это тоже тот труд, который заслуживает отдельной оценки. Возможно, кто-то скажет, что зачем? Они же не маленькие, пересказывают что-то. Но дело в том, что когда вы напишете критерии оценки вот этого пересказа, то есть передачи информации, вы поймете, что на самом деле в соответствии с критериями детям будет нелегко сдать такой вид деятельности, такой вид работы. Пересказ на самом деле это трудная работа. Ну, третий вид, может быть, я о нем уже говорила в прошлый раз, это информационная переработка текстов вопросно-ответная. То есть, когда ребенок по прочитанному сам формулирует вопросы. Причем одинаково важно умение формулировать вопросы репродуктивные, то есть когда ответ содержится прямо в тексте, но это должен быть полный вопрос и полный ответ. И вот, скажем, какое-то количество вопросов на отметку 3, какое-то количество вопросов на отметку 4. Ну, не знаю, будете ли вы задавать репродуктивные вопросы на отметку 5. Но, тем не менее, подумать вы вправе об этом. И, конечно же, очень важно умение задавать продуктивные вопросы, то есть аналитические, сопоставительные, обобщающие, сравнительные. И точно так же уметь давать на них ответы, то есть, опять же, в соответствии с критериями. Вот критериальная база оценивания различных форм представления планируемых результатов, заметьте, что я не пишу здесь предметных результатов, но в том числе и метапредметных результатов, конечно же, она должна быть представлена в вашей программе и как раз в главе контрольно-образовательных результатов. То есть, если вы напишете, что у нас столько-то тематических зачетов, форма, значит, контроля, предположим, да, устные зачеты на пересказ, устный зачет на чтение выразительно, устный зачет, значит, вопрос-на-ответная переработка информации текста, да, то нужно будет, во-первых, создать эту критериальную базу. Уверяю, у вас ее нет. Вам придется поискать что-либо и на основе вот таких примерных каких-то материалов создать свою и утвердить ее на школьном методическом объединении. Дальше, критериальная база, она предполагает баллы. Эти баллы нужно написать, как они переводятся в школьную отметку в той системе оценки, которая принята в вашей школе. Напоминаю, уважаемые разработчики рабочих программ учебных курсов, что в вашей основной образовательной программе и начального общеобразования, и основного общеобразования в главе системы оценки достижения планируемых результатов написана та система оценки, которая принята в школе. Также она указана в том положении о текущей оценке промежуточной аттестации. Поэтому вот все относительно безотметочного, формирующего оценки, относительно того, как называются ваши вот эти контрольные формы. Вот я вам предложила такие версии, как тематический зачет. Он упомянут в примерной основной образовательной программе. Там так и сказано, тематический зачет. Поэтому я думаю, что это очень удобно так называть. Второе – это контрольная работа. В контрольной работе, конечно, например, можно проявить и какие-то предметные результаты. Вот как раз-таки фактологию.
для того, чтобы просто проверить, а насколько они вообще помнят какие-то известных авторов, какие-то даты, названия каких-то произведений. Можно, ну, конечно, это такой вот знаниевый компонент, но для того, чтобы уж совсем не забыть содержание, собственно, литературы Республики Коми. Если же вы еще вводите туда процедуры, учитывающие самооценку или взаимооценку обучающихся, то эти формы, безусловно, тоже должны быть разработаны на уровне школы, приняты тоже на уровне школы, и тогда вы можете их употреблять в работе своей по непосредственному учебному курсу. Ну, учебно-методическое обеспечение, интернет-ресурсы. У нас достаточно много теперь прекраснейших сайтов, в которых рассказывается дополнительная всевозможная информация, потому что наше с вами учебно-методическое обеспечение, о котором я вам говорила, то есть, собственно, курс учебников «Хрестоматий» литературы Республики Коми, к нему дополнительной информации как раз вы найдете на этих сайтах, а в самом учебнике «Хрестоматии» там ведь даны тексты и небольшие словарные статьи, небольшие статьи об авторах, но все это действительно очень небольшое. Поэтому для того, чтобы сделать красивые какие-то презентации такого запоминающегося характера для детей, конечно, лучше использовать вот эти информационные ресурсы. И кроме того, в течение очень многих лет наша Академия наук, которую вы все прекрасно знаете, на улице Коммунистической, работала над созданием огромного количества литературы для педагога, для детей. Это книги для чтения, это статьи научные, имена Микушева, Плесовского, Туркина, Ганова, Иванеева. То есть, понимаете, это, собственно, наше все. И вот вы найдете все, что вам необходимо в этой литературе. Она также доступна на сайте нашей национальной библиотеки. Я думаю, что она вполне есть в журнале «Арт», там публикуются новые статьи интересные. И думаю, что вы найдете их и просто в бумажных вариантах, потому что в библиотеках просто они должны быть. Они переиздаются, а если даже не переиздаются, они все равно есть хотя бы в оцифрованном виде. Ну что ж, коллеги, итак, вот добро пожаловать. Я так думаю, что мы, как только учебники выйдут, то мы еще раз с вами встретимся, чтобы просто пролистать эти учебники, посмотреть, как они выглядят, что в них есть. Поскольку вот у меня есть только, например, для 7 класса. Я, наверное, в прошлый раз вам уже показывала. А вот так, чтобы и для 5, для 6, для 7 у меня нет. Но, повторяю, PDF-формат будет представлен в ближайшее время прямо на сайте нашего института и на портале «Открытое образование» на вкладке «Республиканские методические объединения», вкладка «Русский язык и литература». Вот там это будет. Потом я уже вам показывала те адреса по УМК этнокультурной направленности. Таким образом, в общем-то, я думаю, что вот можно не беспокоиться и быть готовым к реализации вот этого учебного курса. Спасибо за внимание. До следующих встреч.